Обезумевший от страха Токаев призывает своих союзников из диктаторских стран, из России и Белоруссии, помочь войсками против его собственных граждан. Это просто дикость какая-то. Это преступление международного масштаба, которое нам приходится сейчас лицезреть. Но что у Казахстана с собственной армией? Ее что, не существует? Очевидно, при ответе на этот вопрос казахские узурпаторы власти начинают мяться и жаться. Но суть примерно понятна. Армия-то есть, но или не готова стрелять в своих, или и вовсе не вполне надежна. На протяжении последних дней мы успели понять, что правительство в Астане не способно не то что контролировать территорию собственного государства, но и рассчитывать на верность и преданность столпов режима, силовиков, разбегающихся и сдающих оружие манифестантам. Если даже удастся снова вернуть казахских правителей на трон с помощью российских штыков, вряд ли и в народе, да и в элитах они смогут вернуть хоть какие-то остатки авторитета и популярность, которых у них и не было. Очевидно, что теперь в Казахстане будет править военная хунта, точно такая же, как в Мьянме, Венесуэле, Беларуси и России. Токаев сегодня дал срочные поручения правительству Казахстана. Создать специальную следственную группу в составе представителей Генеральной прокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин беспорядков и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных. Вооруженным силам КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам повысить боевую готовность, провести мероприятия по поддержанию морального духа военнослужащих. Передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане, где в последние дни произошли массовые протесты. Об этом сообщили сегодня в четверг в секретариате Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Одновременно там отметили, что переброска российского контингента самолетами военно-транспортной авиации продолжается. В качестве миротворцев Россия направила подразделения и части воздушно-десантных войск ВДВ. Министерство обороны России опубликовало видео погрузки российских военных в военно-транспортный самолет. События сейчас развиваются с огромной быстротой, причем, как обычно, в худшую сторону из всех возможных. Путин, похоже, на старости лет решил в быстром темпе пробежать по всем граблям, на которые в свое время не решился наступить Ельцин. Вообще использовать армию России как карателей, да еще в чужом государстве, это уже полное дно. Такого мы себе не позволяли ни в Украине, ни в Белоруссии, по крайней мере масштабно и официально, но теперь это все в Казахстане. Вы только вслушайтесь в слова. В Алматы проводится антитеррористическая операция. Против народа, против казахстанцев, живущих 30 лет под игом коррупционного преступного клана Назарбаева и которые не видят света в своем тоннеле. Престарелые диктаторы Назарбаев, Путин и Лукашенко воспользовались развалом Союза и тем, что в новых странах общества и конституции еще не сформированы для стабильности, и устроили свою стабильность. Каждый из них переписал Конституцию под себя, обнулив свои сроки и увеличив полномочия на псевдореферендумах. Все они собираются править пожизненно, после чего передадут власть таким же, как они, вечным угнетателям, обогащающимся на народных достояниях и бюджетах. Уже сегодня прилетели российские военные в Алматы и уже устраивают карательные спецоперации под видом дежурства в городе, хотя, как нам заявляли, будут охранять только военные объекты. Сегодня из разных источников уже поступают кадры действий войск в Казахстане. В результате митингов по всему Казахстану пострадали более 1000 человек, сообщает телеканал Хабар-24, со ссылкой на республиканский Минздрав. 400 человек госпитализированы, более 60 находятся в реанимации, 13 полицейских и десятки мирных жителей убиты. Это государственный канал, а значит, эта статистика занижена в разы. Жителям Алматы с утра разослали СМС о проведении антитеррористической операции в городе с требованием оставаться дома.
По сообщениям местного департамента полиции, десятки протестующих убиты во время утренней зачистки. 14 человек погибло в ходе протестов в Кызылорде. В Алмате на крышах домов сидят снайперы и стреляют по машинам, которые нарушают комендантский час. Сообщается, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо демонстрантов в центре Алма-Аты. А к площади подъехали 3 КАМАЗа с военными. На площади Республики находится около 50 единиц техники, в том числе грузовики с вооруженными силовиками. Около 200 казахстанцев с огнестрельным оружием начали перестрелку с военными, сообщают СМИ. Появилось видео, как силовики расстреливали безоружных людей со щитами. Это практически ничем не отличалось от расстрела Небесной Сотни в Украине. Точного количества погибших и пострадавших на данный момент пока нет. Путин хуже Гитлера. Он убивает не только чужие, но и свой народ. Он перессорил нас уже со всеми постсоветскими странами, со странами Европы и США. Из-за его преступных действий на нас наложены многочисленные санкции, из-за которых мы нищаем, которые де-юре лежат на его друзьях-олигархах, но де-факто платим за них только мы. Очевидно, последуют и новые санкции, но пока надежд на ООН, США и Запад строить не стоит, они продолжают молчать. Не имея предварительных договоренностей, с такими просьбами, как у Токаева, публично не обращаются. Решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан противоречит уставу и законам. Это можно делать только при внешней агрессии. Применение войск против народа – это военное преступление, карательная операция, иностранная интервенция. Запад не может и не должен молчать и бездействовать. Каратели 4 стран будут убивать казахов, желающих жить в свободной стране. Штаб ОДКБ согласовал ввод якобы миротворческих сил численностью 3600 экипированных обученных военных солдат. Таджикистан отправляет в Казахстан около 200 военных. Политическая проститутка Пашинян отправит еще 70. Также ОДКБ подтвердила участие белорусов в составе миротворческих сил в Казахстане. Отправить туда могут как десант 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, так и бойцов 3-й отдельной краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск, войсковая часть 3214. И те, и другие участвовали в предыдущие годы в учениях миротворческих сил ОДКБ. Однако военная часть 3214 гораздо больше известна активным участием в разгонах мирных маршей оппозиции в Беларуси в 2020 году. И только Кыргызстан оказался нормальной страной, ведь они сами прекрасно понимают, как это жить под гнетом тех, кто достоин свержения. Как заявил пресс-секретарь президента этой страны, кыргызстанские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Республике Казахстан. Парламент страны не смог собрать необходимый кворум для рассмотрения вопроса о ситуации в Казахстане. Однозначного решения среди парламентариев нет. Кто-то вообще решил не идти на экстренное заседание, чтобы не голосовать. Депутат Исхак Масалиев написал в Facebook, что такой вопрос поступил впервые за 30 лет. По его словам, отправлять военных в иную страну нужно только в случае внешней угрозы, нападения другой страны на члена ОДКБ. Возможно, решению властей помогли жители Бишкека, вышедшие к зданию парламента на митинг против ввода войск в Казахстан. Россияне тоже пытались выходить. В Москве на Чистопрудном бульваре задержали около 10 человек, вышедших в пикет в поддержку Казахстана. Среди задержанных есть журналистка, а также 80-летняя старушка и 70-летний пенсионер. Всех, кто сегодня вышел поддержать казахов к посольству в Москве, тоже жестко задержали. Переживающие за протест в Казахстане не успели постоять с плакатами и пары минут, их всех быстро скрутили. В центре Новосибирска прошли одиночные пикеты в поддержку Казахстана. В Новосибирске очень много сотрудников центра очевидно. Плюс ранее показывала сотрудников кинологов. И вот везде сотрудники полиции ходят, проверяют документы. Ну и в общем пикетирующие под полным надзором, так скажем.
Что думаете насчет того, что памятники начали рушить уже ныне бывшего президента Казахстана? Ну, возможно, это и перегиб в какой-то степени, но это высказывает недовольство тем режимом, который у них был. Здравствуйте. Сообщается, что протестующие в Актау начали расходиться. Они заявили, что их требование об отставке Назарбаева выполнено, они добились своего. Либо это вброс для остальных, чтобы расходились, либо заблуждение небольшой части людей. Ведь также и россияне после Болотной успокоились, когда Путин ввел видеонаблюдение за выборами и ужесточил их контроль. Посмотрите теперь на Россию. Прошло 10 лет. Путин и Единая Россия у власти, оппозиция ликвидирована вместе со СМИ и свободой слова, выборы фальсифицируются в наглую, а все ранние поблажки откатили. Зато прикатили целый автозак гаек, которые закручивают все больше и больше. Не дайте себя обмануть. Цель казахстанцев – это суд над Назарбаевым, изменение политической системы страны и новые выборы. Участь Путина – тоже суд, но не гаагский, а народный. И народный не только русский, в нем будут участвовать и украинцы, и белорусы, и вот теперь казахи. То, что делает сейчас Путин, это то, что делать нормальному политику вообще нельзя никак. Участвуя в чужой гражданской, ты неизбежно получаешь ненависть со всех сторон конфликта, это аксиома. Это просто будет означать испоганить образ России и вообще русских на предстоящие 100 лет вперед. И главное, зачем? Россия уже влезла в подобное в Украине. Естественно, что нас там ненавидят сейчас все, и на Донбассе, и в Киеве. Основные вопросы теперь: удастся ли подавить уже вооруженный протест? Не перерастет ли он в партизанскую войну? Не начнут ли переходить на сторону протестующих, особенно под девизом борьбы против внешней интервенции, воинские части? И главный вопрос: может ли вообще эта власть, обанкротившаяся и сопровождаемая воспоминаниями о ее позоре, восстановить реальный контроль над страной? У Путина, у которого в распоряжении все деньги россиян и самой богатой страны в мире, безусловно, хватит сил одержать там военную победу, заглушить или залить кровью протесты. Но для того, чтобы они не вспыхнули вновь, войскам придется там задержаться надолго. В таком случае сопротивление, очевидно, перейдет в фазу партизанской войны. Очевидно, часть военных Казахстана перейдут на сторону сопротивления. Кто-то, не делая этого открыто, будет помогать оружием и деньгами. Как-никак оккупация Родины. Число жертв будет только увеличиваться. Но Путина это только раззадорит. У него уже глаза горят красным огнем. Он зальет кровью все вокруг. Ведь кровь не его. К тому же у него есть соблазн и своих собственных оппозиционеров попугать, утопить казахское восстание в крови. Пусть видят, на что российские путиноохранители способны. Сейчас совершается роковая ошибка, впрочем, не в первый раз. При этом цену ошибок казахского режима выплатит Россия жизнями своих солдат и остатками своей репутации среди казахского народа. Наладим мы сейчас ситуацию или нет, все равно среди широких казахских масс укрепим свой статус северного интервента, поддерживающего ненавидимый народом и почти уже сверженный режим. Путин влезает в масштабный конфликт в Центральной Азии, который может только временно затихнуть, но уже не погаснет никогда.